В эфире еженедельная информационно-аналитическая программа «События недели». С вами Елена Лоло. Здравствуйте. Больше 2 месяцев Абхазия жила выборами. Местные и зарубежные аналитики рассуждали о плюсах и минусах избирательной системы. Активно строили прогнозы о том, кто пройдет в новый состав парламента республики и каким будет парламентское большинство. Выборы прошли в 2 тура и завершились 26 марта. Можно подводить итоги. О результатах главного политического события мы будем говорить с гостем в студии. А пока по традиции обзор основных событий за неделю. Точка в громком уголовном деле. Президиум Верховного суда отменил определение кассационной коллегии по уголовным делам Верховного суда от 16 февраля 2017 года и оставил в силе приговор судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда от 28 октября 2016 года по делу об убийстве бизнесмена Сергея Климантовича и его подруги Скоредновой. Депутат парламента Нотик Вицения признан виновным в организации двойного убийства и осужден к 16 годам колонии строгого режима. Цвижба, Бигвава, Гопия и Хмаила приговорили к 20, 15, 14 и 13 годам лишения свободы. Прибыль Национального банка Абхазии по итогам 2016 года составила 64 миллиона рублей. По сравнению с 2015 годом это больше на 16 миллионов рублей. Об этом сообщил председатель Нацбанка Абхазии Беслан Барателия на заседании сессии парламента, представляя отчет о деятельности банка в 2016 году. На 1 января 2017 года 6 кредитных организаций республики завершили год с прибылью, а 3 с убытками, сказал он. У нас в Абхазии 9 кредитных организаций с 8 филиалами, 7 из которых филиалы Сбербанка Абхазии. На 1 января 2017 года собственный капитал кредитных организаций составил 811 миллионов рублей, из которых оплачены 374 миллиона рублей. На этом же заседании парламентарии утвердили постановление об исполнении республиканского бюджета за 2016 год. По доходам 2016 год за эти 5 лет является вторым по рангу. Выше по доходу был исполнен только бюджет 2014 года. И в 2016 году доля доходов собственных в республиканском бюджете составили 34%. Повторюсь еще раз, исполнение совокупных доходов за 2016 год составило 97,1%. Это было последнее заседание, в котором участвовали депутаты 5-го созыва. Завершился 39-й раунд женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье. Представители Абхазии подробно рассказали, почему были закрыты 2 пропускных пункта на границе с Грузией, дали оценку прозвучавшим в связи с этим критическим замечанием со стороны ЕС, НАТО, ОБСЕ, Госдепартамента США к органам власти Абхазии, а также выразили озабоченность в связи с наращиванием военного партнерства НАТО и Грузии, и в частности намерением грузинского военного командования создать базу береговой охраны НАТО в Поте. В очередной раз не удалось принять заявление о неприменении силы. Главной целью участия в женевских дискуссиях абхазской делегации по-прежнему остается подписание юридически обязывающего соглашения о неприменении силы между Абхазией и Грузией. На данном этапе ведется работа по достижению некого совместного заявления о приверженности к неприменению силы, что послужит в дальнейшем стимулом для подписания уже юридически обязывающего документа. 10 подведомственных организаций Минэкономики Абхазии передано в ведение Госкомитета по управлению государственным имуществом и приватизации. Такое решение принято на очередном заседании Кабинета министров. Речь идет в частности о Сухумской табачной фабрике и о кондитерской фабрике. Оформление документов для получения иностранными гражданами, живущими в Абхазии, вида на жительство начнется на следующей неделе. Об этом сказал на заседании правительства глава МВД Аслан Кобахи. Вид на жительство – это документ, выданный иностранным гражданам или лицам без гражданства для подтверждения их права на постоянное проживание в Абхазии. Это были основные события уходящей недели. А сейчас вернемся к главной теме – итогам выборов в парламент. Гость нашей студии сегодня – редактор газеты «Чегемская правда» Инал Хашек. Здравствуйте, Инал. Здравствуйте. Выборы прошли в 2 тура. В одном округе состоятся повторные выборы, но они не изменят уже конфигурацию в парламенте. В парламент пришли практически представители всех политических сил. У меня такой вопрос. Как вы думаете,
Сколько депутатских фракций может возникнуть в парламенте? Вокруг каких фигур будут объединяться депутатские группы? Ну, я думаю, там будет вообще несколько центров. И сказать, что это будет парламент, который состоит там из двух лагерей, там, сторонников власти, там, представителей оппозиции, не приходится, потому что слишком разные группы существуют вот в тех и других лагерях. Да, вот сейчас говорят, там 20 человек там провластных прошло, да, но там тоже своя специфика существует. Так же, как и в стане оппозиции существует своя специфика. Ну, допустим, традиционной оппозиции, которую мы там сейчас считаем, там представителя блока оппозиционных сил, это вот как бы оппозиция. А как воспринимать Айнар? Айнар тоже себя позиционирует позиции, но при этом как бы он не входит там в союз там, с блоком оппозиционных сил. Есть еще ряд независимых депутатов, реально независимых депутатов, которые не примыкают ни к тому и другому лагерю. Да, у них там, может быть, есть какие-то как бы тенденции там, идти в сторону там, либо власти, либо оппозиции, но по каким-то ключевым вопросам наверняка они себя будут, наверное, позиционировать по-другому. И более того, для многих из них эта площадка, мне кажется, как бы такой трамплин для выстраивания, наверное, своей политической карьеры, которая, в общем-то, никак не связана ни с нынешней властью, ни с нынешней оппозицией. Так у кого контрольный пакет акций может быть? Контрольного пакета в реальности ни у кого нет. Есть несколько блокирующих пакетов. Я думаю, там есть и, конечно же, больше всего, наверное, голосов тех будет в парламенте, тех, которые будут поддерживать нынешнюю власть в лице президента Рауля Хаджимба. Есть там, допустим, группа оппозиционеров, которая будет там группироваться вокруг бывшего президента Александра Анкваб. Есть другая группа и оппозиционеров, и как бы не совсем уж как бы так себя представляющих политиков, это, которая будет группироваться вокруг и Аслана Бжаня, и Батала Тапагуа. Есть другая группа, где наверняка будут представлены вот, как бы идеи, которые более созвучны Айнару. Там, да, от Айнара в реальности там прошел всего один представитель в этом парламенте, но тем не менее как бы созвучные идеи там, с Айнаром, которые могут привлечь и других кандидатов, и других депутатов в этом парламенте есть. И я думаю, там тоже будет своя группа. Есть, то есть, получается, три центра силы. Есть, в конце концов, и другие как бы независимые политики, которые, наверное, тоже собираются, как бы, может быть, они сейчас как бы представляются в этом парламенте в качестве одиночек, но тем не менее, они тоже будут как бы работать над тем, чтобы образовать определенную группу. Но есть, допустим, как бы растущий политик там Рауль Лоло. То есть он тоже наверняка будет использовать этот парламент, чтобы найти своих единомышленников. То есть сейчас как бы условно говорить, что вот будет там 4 центра, их может быть и 5, и 10. Единственное, что, в чем я уверен, что нынешний парламент, в нынешнем парламенте наверняка будет сразу несколько кандидатов в президенты, и они об этом уже давно знают. То есть это трамплин? Да, это трамплин. Первое заседание сессии для 6-го созыва. На этом заседании депутаты должны будут избрать спикера, менеджера, скажем так. Вот как вы думаете, сколько кандидатур будет предложено на должность спикера и у каких сил больше есть шансы поставить своего спикера? Я не думаю, что будет много кандидатур выставлено. По крайней мере, такого рода вопросы, наверное, как бы уже обсуждаются кулуарно заранее. Заранее каждый просчитывает всякого рода варианты. Наверняка будут идти, уже, наверное, идут консультации по этому поводу, и поэтому я не думаю, что их так будет много. Обычно такой экспромт возникает, когда выбирают вице-спикеров, но когда спикера выбирает, вот таких вещей как бы
как бы пущенных на самотек, я, по крайней мере, не помню вот в истории абхазского парламентаризма. Я думаю, все-таки там есть несколько, наверное, вариантов, которые говорят, может, в принципе, исходя из того, что вот на данный момент там провластные имеют там определенные... Это большинство получается? Это большинство получается, потому что там нужно от 50 плюс 1 голос. То есть выбрано у нас 34 депутата фактически, я не знаю, 34, наверное, наверняка придет на эту сессию. Ну вот 18 голосов, в принципе, достаточно для того, чтобы избрать спикера. Но я думаю, если бы было бы более логично и продуктивно, мне кажется, для власти, если бы она провела бы консультации с другими, не только, там, допустим, не только с пропрезидентскими силами, но и с другими как бы группами, политическими группами, которые так или иначе представлены в парламенте. И мне кажется, вот это бы, наверное, сняло некое напряжение, которое всегда присутствует вот в такого рода как бы выборных делах. И это, наверное, больше такое придало бы легитимизацию вот внутреннюю, да, потому что я помню, как избирались там, допустим, и в прошлый парламент там руководство главного законодательного органа страны, и позапрошлый, это вот всегда существовало такое напряжение, там были даже некоторые демарши, я помню, по этому поводу, не в этом, так позапрошлом парламенте при открытии. И сейчас, наверное, учитывая то состояние, в общем, политическое, в котором мы живем, мы стоим, и мне кажется, вот здесь должно быть все-таки вот такое некое коллегиальное решение, а не просто вот так выставить кандидатуру и проголосовать. Я думаю, такие вещи надо все-таки более широко, кулуарно, более широко проговорить в политических кругах. Ну, скорее всего, будет обсуждаться какая-то компромиссная фигура, которая может устроить и те силы, и те силы. Должно быть все-таки параметры какие-то определенные для спикера должны быть. Да, в принципе, могут любого. По существующему закону могут любого из 35 там, депутатов выбрать. Но все-таки спикер, это, наверное, должен иметь человек определенный опыт. По крайней мере, он должен был быть, я не знаю, хотя бы один созыв проработать в этом парламенте. Или очень хорошо знать абхазское законодательство и владеть абхазским языком. И как бы быть такой... достаточно известной, влиятельной фигурой. Таких в парламенте и хватает, и с другой стороны, вот, чтобы полный пакет, да, вот этих документов, характеристик, чтобы было, наверное, в общем-то, немногие могут этим похвастаться. Нам нужен человек, который будет, в общем-то, управлять вот этим процессом законотворчества. Это очень важно, чтобы каждый не думал, там, как перетянуть одеяло на себя. То есть нам нужна такая фигура, которая может быть такая стабилизирующая в этом плане, которая могла бы найти общий язык и с исполнительной властью, и в самом парламенте вот определенный градус рабочий наладить и как бы избежать вот конфронтаций. Спикер это все-таки всего лишь первый депутат. Да, там еще и вице-спикеры. Да, но он как бы официально первый депутат, спикер. То есть его полномочия они ограничены, но все-таки от первого депутата очень много от чего зависит. Поэтому вот мне кажется, что это очень такое должно быть обдуманное решение. Еще может стабилизирующую роль сыграть и вице-спикеры, и кандидатуры вице-спикеров. Ну, кандидатуры вице-спикера у нас не закреплено, в общем-то, кажется, не закреплено. Количество. Да, количество этих вице-спикеров, они всегда там как-то от сиюминутной политической ситуации или конъюнктуры там зависели. Я помню даже в 2007, кажется, году, когда парламент первое заседание открывалось, то есть там предлагали 2 вице-спикера, потом вышло, что вдруг решили, что 3. То есть это вот по ходу пьесы как бы количество этих мест
увеличилось, и там будет разное представительство. Там, наверное, будет представительство исходя из политических каких-то взглядов. То есть кто-то должен быть, наверное, представлять оппозицию. Я надеюсь, что кто-то из вице-спикеров будет вот такой, хотя бы с таким небольшим оппозиционным оттенком. Да? Там этническое представительство, наверное, будет рассматриваться. Оппозиционные силы, они тоже разношерстны, скажем так. Вот готовы ли они будут к объединению, да, ради каких-то определенных целей? Ну, вы знаете, все-таки достаточно жесткая конкурентная среда была в процессе выборов. И, наверное, многие заметили, что по некоторым округам некоторые провластные кандидаты, власть не договорилась, да, то есть сразу шло несколько провластных, а по некоторым округам шло несколько оппозиционных. И здесь не было какого-то такого, я уверен, холодного расчета. Все это вот такое на эмоциональной такой волне. Абхазская политика, к сожалению, она во многих вещах это вот такой продукт эмоциональный. И, естественно, и во вторых турах мы наблюдали, как очень жестко друг с другом оппонировали сторонники, кандидаты, вроде бы два кандидата от власти прошло, и они между собой очень жестко конкурировали. И в той же оппозиции тоже такая же жесткая борьба была. И иногда мне кажется, что на данную минуту и внутри самой оппозиции есть несколько лагерей, которые, в общем-то, эти лагеря... И несколько ключевых фигур. Да, и несколько ключевых фигур. И я думаю, градус напряжения между ними, так же, как, допустим, в той же власти, тоже свои лагеря есть что скрывать. Да? И насколько велик, что, мне кажется, допустим, какой-то лагерь из стана оппозиции, кому-то лагерь из стана оппозиции легче договориться с властью, чем между собой. То есть есть такие вещи. Но я думаю, в процессе все-таки очень многое будет зависеть от конкретной политической ситуации в стране. Прошлый парламент избирался так, что в нем изначально было большинство провластных депутатов было, но в конце концов это большинство, оно после мая 2014 года от этого большинства ничего не осталось. И контрольный пакет перешел новой власти. То есть и нынешний парламент тоже не гарантирован от таких перетрубаций, и говорить о том, что эта диспозиция, которая сейчас вроде бы есть, она сохранится на все 5 лет, не приходится. В связи с таким интересным политическим раскладом в парламенте, как сработается исполнительная власть с законодательной ветвью? Насколько эта работа будет продуктивной? Либо будет сохраняться конфронтация определенное время? Вы знаете, все-таки я в этом плане больше оптимист. Я думаю, допустим, та жесткая конфронтация, которая существовала между властью и оппозицией, не только последние 2,5 года, но и до того, когда еще до пересменки власти, да, все-таки от этого напряжения устало не только общество, но и сами политики. Они, наверное, все-таки пришли к выводу, наверное, что слишком контрпродуктивно постоянно пикироваться по любому вопросу. И надо находить какие-то общие точки и работать над ними. И мне кажется, все-таки, тем более страна действительно находится в тяжелом положении, и в нем живут не только сторонники власти, но и сторонники оппозиции. Всем хочется, чтобы жизнь наших граждан улучшилась. Те, кто не принадлежит никакой политической группе. И от того, что лишнее напряжение, то есть продолжение этой конфронтационной политики, она ни к чему хорошему не приведет. Мы это видели, когда, допустим, и в прошлом году, когда разные митинги собирались, и провластный собирался, и оппозиционный, мы видели, при том, что
как бы лидеры этих лагерей очень старались привлечь больше людей и как бы под свои знамена, и выяснялось, что людей-то, в общем-то, на небольшой маленькой площади как бы и даже собрать не удается. То есть это говорит о том, что, в общем-то, массы слишком разочарованы вот в своей политической элите, и этой политической элите должно, как бы, наверное, она должна все-таки перестроиться и определить, в общем-то, мы живем не для того, чтобы как бы бороться только друг с другом за кресло, вот эти политики, да, вот просто думать, в общем-то, о собственном государстве, о благосостоянии наших граждан. Вот о самих выборах, как они проходили, многие аналитики, и местные, и зарубежные, отмечали, что большинство избирателей голосовали за хороших парней, а не за идеи и программы. И вновь актуализировалась тема несовершенства избирательной системы и перехода от мажоритарной системы выборов к пропорциональной или смешанной. Вот как вы думаете, Инал, готовы ли мы к изменению выборной системы? Я думаю, само изменение выборной системы, оно давно назрело. Мы просто уже как бы дошли до совершенства, условно говоря, вот этой мажоритарной системе, выбирая хороших парней. И почему-то хорошие парни у нас больше вот с таким криминально-уличным душком становятся. И просто для этого как бы не нужно быть там Сократом, Платоном, приходить там к каким-то очень таким выводам. Можно заглянуть в любой штаб выборный, и вы поймете, кто там диктует ситуацию, да, и кто делает результат. Да, парни с улицы, которые там утром идут обычные там люди голосовать, кто хочет, а во второй половине дня эти парни с улиц, я извиняюсь, вытаскивают людей под разными предлогами, чтобы голосовать. И я думаю, мы просто должны уйти от этого. Потому что и в этом парламенте очень много людей, для которых как бы, то есть они, став депутатами, только начинают свою политическую карьеру. Но парламент не должен быть школой для начинающего политика. Да. В общем-то, для этого как бы есть другие институты, в том числе политические организации, есть, в конце концов, общественные организации. Ты преодолей какую-то как бы ступень, а у нас сразу хотят 25 ступеней перепрыгнуть и сразу пойти в парламент, но так не бывает. Да, есть там опасения, что вот политические партии у нас слабые, и в конце концов их всех купят. Но политические партии у нас слабые, потому что они при нынешней системе координат это обычные любительские клубы, которые не имеют никакого стимула. Ну просто им не к чему стремиться. Сейчас через эти выборы они получают все-таки определенный стимул. И в конце концов мы без этой политической, без этого развития этого направления у нас все время будет вот просто соревнование хороших парней. Да, но вы посмотрите на результаты из всех кандидатов, которые баллотировались от партии, да, 24 общее количество, прошло всего 4 человека. Но это все тоже... Это вопрос о готовности. Это все-таки, опять же, наверное, слишком много всяких условностей там существует, потому что некоторым политикам, которые шли, кандидатам, которые шли как вроде бы независимые, тоже активно помогали те или иные политические силы. И просто сейчас как бы и не совсем выгодно было некоторым кандидатам идти именно под лейблом, я извиняюсь, там какой-то политической организации. Просто под одним знаменем идти, как бы это значит, ты как минимум теряешь других избирателей. Какую-то часть электората. Да, какую-то часть электората. То есть здесь существует определенная специфика. Это просто стратегический. Да, и обычный такой математический расчет, вот там большинство там выдвинутых по политическим организациям не прошло, но это вот как бы не та математика, которая отражает существующие реалии. И я бы хотел бы все-таки сказать, вот есть опасения, что там
купят, обязательно купят. Послушайте, условно говоря, купить можно любого мажоритарного депутата. Какая разница? И говорить о том, что и политические партии у нас всех можно купить. Но тогда зачем мы это государство строим? Мы в конце концов, по крайней мере, пытаться выстроить нормальную политическую систему. У нас политическая система, она так, к сожалению, вот из своей архаичности, она так и не вышла. В этот парламент баллотировалось большинство нынешнего состава, и среди них были известные с опытом политики, но прошло минимальное количество, там, пару человек. Вот с чем вы это связываете? Я с другой хотела бы еще стороны подойти, что на имидж парламента очень сильно повлияло вот это громкое уголовное дело в связи с депутатом Нодиком Квицини, вот убийством. Нет, это тоже, безусловно, повлияло, но я не думаю, что это именно стало определяющим. Здесь все-таки цепь всякого рода как бы событий, там, которые там так или иначе лихорадили страну там, за последние 3-4 года. Да? И кроме того, конечно же, общество, оно устает от... Вот оно там вложило определенные там, как бы, надежды на 5 лет назад, да, на тот состав парламента. Сейчас оно как бы устало от этих лиц, оно как бы от многих как бы отказалась, избавилась, пришли новые лица. И если вот как бы нас все время будет лихорадить, наверное, то же самое произойдет и с этим составом парламента через 5 лет. И я думаю, там же опять же единицы там как бы выдвинут, то есть пройдут там следующий состав парламента. Здесь все-таки слишком много всяких составляющих, которые так или иначе повлияли на этот результат. Но одна из составляющих наверняка это то, что избиратель воспринимает депутата не как законодателя, да, который должен только законотворчеством заниматься, но и человека, который должен решать их жилищные вопросы. В процессе там выборов частенько приходилось ездить по селам, по всем абхазским делам, свадьбам, похоронам и так далее. И со многими говорил, и они как бы очень так прагматично, то есть в этом плане подходили. То есть этот нам поставил трансформатор, и мы за него дадим. А этот нам вообще ничего не сделал, ничего не получит. То есть такой как бы торг, очень такой прагматичный. Это может быть, это даже скорее говорит о разочаровании общества. Вот мы вот сейчас, в конце концов, у нас есть возможность, чтобы нам как бы что-то хорошее сделали вот в нашем селе, да, и следующие 5 лет или там до следующих выборов мы ничего точно не получим. Сейчас у нас, к сожалению, большинство депутатов это люди, которые очень хорошо работают локтями. К сожалению. И сегодня нет там, допустим, в парламенте вот представителей научной интеллигенции, нет представителей экспертного сообщества. И даже если бы некоторые из них участвовали, но они были в этих выборах и как бы вели такую как бы все-таки более цивильную кампанию, но в итоге они со своей кампанией оказались аутсайдерами. То есть народ все-таки, опять же, он хочет, вот как будто бы Шварценеггера себе выбирает, такого, да, еще и с деньгами, да. То есть это вот такой тренд существует. И я думаю, в этом парламенте и это очень хорошо, без консенсуса политических сил, каких-то важные конституционные вопросы, они просто не пройдут. И слава Богу. Мы говорили о том, что в парламенте представлен весь политический спектр. Есть надежда, что политическая конфронтация и политические разногласия перейдут с площадей и будут обсуждаться в стенах парламента. Ну да, и как бы и само общество устало, я думаю, и сами политики. Наверное, сейчас такое время, когда каждый понимает, что надо просто договариваться. Или хотя бы вот дойти до вот спокойной обстановки, дойти до 2019 года, когда у нас будут президентские выборы. К этому времени там, наверное, пройдет некая перегруппировка сил вокруг конкретных каких-то фигур. Когда нет контрольного пакета акций не только
в парламенте, но и вообще, в общем-то, на политическом абхазском пространстве ни у одной политической силы нет, и все это понимают. И слава богу, наверное, что этого контрольного пакета акций нет. И теперь вот не только в парламенте, но и за его пределами все эти игроки должны между собой договариваться. Инал, спасибо за интересную беседу. Спасибо вам. До свидания. До свидания. Уважаемые телезрители, я напоминаю, что у нас в гостях был редактор газеты «Чегемская правда» Инал Хашик. Мы продолжаем выпуск. 5-я международная научно-практическая конференция по экономике «Феномен рыночного хозяйства от истоков до наших дней» прошла в Абхазском государственном университете. В ее работе приняли участие известные ученые, ведущие экономисты Абхазии и России. О том, какие вопросы поднимались на авторитетной экономической площадке, расскажет Сария Смыр. 5-я международная научно-практическая конференция «Феномен рыночного хозяйства от истоков до наших дней» открылась в Сочи, завершилась в Сухуми, в Абхазском госуниверситете. Участников конференции приветствовал ректор АГУ Олег Угварамия. Это выездное заседание, как и в прошлом году, посвящено вопросу подготовки экономистов. Но я думаю, что рамки сегодняшнего круглого стола, хотя он по формату не совсем круглый, будут освещены различные вопросы развития экономики. Нам это очень важно. И России очень важно. Мы внимательно посмотрели программу тех докладов, которые были в Сочи. Освещен очень большой круг вопросов от антироссийских санкций, экономической теории, экономическая реальность, экономическая политика, село, туризм и так далее, и так далее. Для нас тоже это очень и очень важно. Несколько докладов были посвящены различным аспектам развития экономики, а также вопросам подготовки профессиональных кадров. Профессор Георгий Мишорин подготовил доклад по социальному развитию национальной экономики. Он также рассказал о проблемах, которые есть в образовательной системе российской высшей школы. Что сегодня дает нам многоуровневое образование и его бесконечная модернизация? Решение задач развития России или иллюзию? Национальную идентичность российского высшего образования или неудачное копирование неудачного опыта? В конце концов, у нас была многоуровневая система образования. Выпускники, которые решали весь спектр задач, стоящих перед обществом, на всех его уровнях. Представление о компетентности выпускников сильно преувеличено. Бакалавром маркетинга, в частности, вот такой популярный у нас сейчас стандарт, вменяются функции разработки стратегических планов и управления коллективами. Научный руководитель конференции, известный ученый профессор Яков Ядгаров убежден, что подобные мероприятия чрезвычайно полезны для ученых обеих стран. По предложению ректора университета Олега Алексеевича Угварамия мы не просто стали приглашать ученых Абхазии на нашу сочинскую конференцию, а даже мы видим, что очень удачно проходит одно из мероприятий в стенах Абхазского госуниверситета. Мы хотим, чтобы в этой республике экономика была бы и восстановлена, и превзошла бы, как принято тут говорить, довоенный уровень. Мы хотим процветания Абхазии, абхазского народа. Мы хотим, чтобы здесь получали достойное экономическое образование. Министр экономики Абхазии Адгур Ардзинбо также подчеркнул значимость такого рода конференции. Министр экономики подробно рассказал о проблемах в экономике республики, о том, за счет каких поступлений формируется госбюджет и какие планы у руководства по изменению социально-экономического положения в стране. Если взять какие основные направления, цели такие это ускоренный экономический рост, качественные рабочие места, самодостаточный бюджет. Качественные рабочие места – это такой показатель, который сегодня, можно сказать, модно его использовать как определение для среды. Те отрасли, на которые мы надеемся, вот мы их здесь
видим, значит, туризм, естественно, это базовые все, значит, овощеводство, плодоводство, продукты питания, виноделие, рыбоводство, производство строительных материалов на основе местных, значит, полезных ископаемых. Конференция завершилась подписанием соглашения о сотрудничестве между Абхазским государственным университетом и Кубанским университетом. Сария Смыр, Беслан Джинджолия для событий недели. В субботу, 1 апреля, состоялась жеребьевка чемпионата Европы по футболу по версии Конифа. Участники чемпионата разбиты на 2 группы, в каждой из которых будут играть по 4 команды. По итогам жеребьевки сборная Абхазии сыграет в группе А вместе с командами из Северного Кипра, Карпаталии и Южной Осетии. Спортивный турнир пройдет в Северном Кипре. Первая игра состоится 5 июня, 10 июня – финал. В прошлом году Абхазия завоевала титул чемпионата мира по версии Конифа. Конфедерация независимых футбольных ассоциаций была создана в 2013 году. Она объединяет сборные по футболу стран и автономии, официально не вошедших в состав ФИФА, и насчитывает более 25 команд. Это все на сегодня. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго. До свидания.